Когда я буду говорить вдруг по-английски или когда я буду говорить вдруг по-немецки, не пугайтесь. У нас есть несколько человек, которым мы таким образом передаем приветы в Соединенные Штаты, в Австрию, в разные места на их родном языке, да, типа. Молодцы. Сейчас я хочу сделать одну вещь. Давайте мы с вами поиграем в одну библейскую игру. Я беру два места Писания из Ветхого Завета, вычленяю оттуда одну фразу, которая станет ключевой в этой проповеди, а вы мне говорите подобные фразы, которые говорил Иисус в Новом Завете. Готовы? Готовы? Точно готовы? Хорошо, будьте внимательны. Итак, у нас есть два места Писания из Ветхого Завета. Вы слушаете то, о чем я говорю, мы вычленяем оттуда важную фразу, а вы мне говорите подобные слова, которые произносил Иисус в Новом Завете. Хорошо? Поэтому настраивайте свой разум, и мы будем в эту игру играть с вами. Итак, Исход. Я читаю книга Исход, 23 глава с 27 стиха. «Я пошлю перед вами мой ужас и повергну в смятение всякий народ, против которого вы пойдете». Это обещание Божье для израильтян по поводу... У нас куда-то свет делся. Ага, вернулся. Это обещание Божие для израильтян по поводу их обетованной земли. И он говорит: я обращу в бегство ваших врагов, я пошлю перед вами шершней, чтобы прогнать с вашей дороги хивеев, хананеев и хетов. Дальше. Там сказано так: но я прогоню их. Но я не прогоню их в один год, ведь тогда земля опустеет, а диких зверей станет слишком много. Знаете, если бы не было этого места Писания, все было бы в позитиве. Но вот здесь такой немножко отрезвляющий, я бы не сказал, что негатив, немножко отрезвляющее слово. Бог говорит: я вам сделаю много чего, но не вот так, не в момент. Это не произойдет так, как, например, вы вышли из Египта в момент. Это не произойдет так, как была уничтожена египетская армия в момент, когда воды Красного моря сомкнулись и целая армия погибла. Он говорит: я буду прогонять их от вас постепенно. Сейчас мы вернемся к этому слову, которое записано в некоторых переводах немножко по-другому. Постепенно, пока вас не станет достаточно, чтобы завладеть этой землей. 31 стих. «Я проведу ваши границы от Красного моря до Филистимского моря». Филистимское море – это Средиземное море. «И от пустыни до Ефрата. Я отдам вам во власть жителей этой земли, и вы прогоните их от себя». Вот здесь есть ключевое слово. Верни нас, пожалуйста, в 30 стих. Здесь есть ключевое слово. «Я сделаю это постепенно». Но мы посмотрим потом, как это слово звучит в другом переводе. И это станет ключом нашего сегодняшней проповеди, сегодняшнего собрания. Второе место Писания. Фактически те же самые слова, они были произнесены во Второзаконии. Книга Второзакония, 7 глава, 22 стих. «Господь, твой Бог, постепенно изгонит от тебя народы, те, которые заселяли землю, которую Бог для тебя приготовил. Но ты не должен истреблять их всех сразу, иначе вокруг тебя размножатся дикие звери». И давай посмотрим в другом переводе это слово «постепенно». В новом русском переводе, РСП, который называется, в синодальном переводе, это звучит так: «мало-помалу». О, это моя любимая тема. Это моя любимая тема, самое вдохновляющее слово. Когда мы входим в Новый год, мы оборачиваемся на вещи, которые у нас были в 22-м, в 21-м, в 20-м, и ты можешь начать говорить: да ничего не происходило. Ничего не менялось, ничего не было, никаких чудес. Не было, как у евреев. Раз Красное море раздвинулось, раз огненный столб ночью пошел передо мной, раз там перепела посыпались, как это было у них, раз и там из скалы вода потекла. Не было у меня таких чудес. У евреев это было в самом начале. Так же, как мы когда встретились со Христом, у нас в самом начале все равно происходили такие чудеса, которые подтверждали каждый день, что Бог есть, ищущим Его воздает, и Он невероятен. Но потом приходит такой период в нашу жизнь ко всем. Он приходит, период, который называется «мало-помалу». И этот период надо научиться понимать, надо научиться принимать и надо научиться любить этот период.
И этот период мало-помалу, это то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Мы посмотрим, что было в жизни Иисуса, мы посмотрим, что было в жизни Первой Церкви. И я хотел бы, чтобы мы проецировали это на сегодняшнюю свою жизнь и начали делать правильные какие-то действия, чтобы мало-помалу Бог прогонял от меня разные вещи, чтобы от меня уходило что-то со знаком минус и приходило что-то со знаком плюс. Ага, давайте от вас сейчас, что Иисус говорил со словом «мало»? Мало-помалу, малое. Маловер. Ну давайте позитивно. Иисус же не только говорил негативные вещи, связанные с малым. Он говорил про человека, которому дано малое. Он говорит, дано тебе что-то малое, будь в этом верен. Почему? Потому что больше тогда ты получишь от Него. Оно самое малое из всех семян. Он сравнивает нашу веру. Он говорит, твоя вера сегодня может быть чем-то таким малым, незаметным. И ты это даже в 22-м году и не заметил, проскочил. В 23-м году из этого малого может вырасти что-то такое невероятное. И под этими кустами птицы, звери, танцы и все остальное может происходить, что вырастет. Еще что? Малая закваска, он нас предупреждал о том, что малая закваска, через апостола Павла, он предупреждал, что, и учеников своих говорил, да, что вот эта вот фарисейская закваска, иродова закваска, она маленькая, но берегитесь ее, потому что много пакости может сделать. Еще что? Он сказал, все, что вы сделали малым сим, вы сделали... Хорошо, давай-то опустим, давайте кто-нибудь другие, кроме вот 2-3 человек здесь. А? О, да, жатвы сегодня много. Жатвы много в Соединенных Штатах. Жатвы много сегодня на Иссыкуле. Жатвы много сегодня в Пакистане и в Иране. Жатвы много везде, повсюду. Жатва, она наросла. Кого мало? Делателей мало. Бог говорит, ваша церковь есть, чтобы из вашей церкви пошли делатели. Чтобы ты сегодня был делатель, потому что этих делателей мало. На самом деле очень много есть мест Писания про малое. Да, скажи. Будьте как малые дети. Да, будьте как малые дети, потому что если не умолитесь, как вот эти вот малые дети, не сможете познать меня. Еще есть слова, связанные с малым. Приглашенных много. О, да, чудесное место Писания. Много званых, мало избранных, да? Это все говорил Иисус. Он говорит, не бойтесь, малое стадо. С малого все начинается. Друзья, в нашей жизни все начинается с малого. В нашей жизни, я хочу сказать, даже больше все движется мало-помалу. Это то, что нам не нравится, это то, что мы хотели бы поменять. Но это закон вещей духовных, который мы не можем отменить. Мы хотим, чтобы у нас, вот ты вечером лег спать, у тебя полна голова всякой ерунды, идей, просто безумия какого-то, от которого ты устал. И ты хочешь, чтобы завтра утром ты проснулся, и у тебя чистота. Свет, мир, покой. И ты просто весь наполнен Словом Божьим. И из тебя плещет Божий мир. Так не бывает. Мало-помалу. Ты делаешь над собой усилия, чтобы сюда, наполняя Слово Божие, чтобы сюда, наполняя свет, можно было вытеснить тьму, можно было вытеснить различную нечистоту, которая как будто бы помойка наполняет мой мозг. Мы многие хотим, чтобы утром мы легли, например, ты и жена, вы легли спать, и у вас отношения, как у кошки с собакой, чтобы на следующее утро вы проснулись, как два ласковых щенка, у которых все хорошо, друг друга любят. На некоторых смотришь, они такие, они все ждут какого-то чуда. Я сегодня засыпаю безработным, завтра я просыпаюсь Илоном Маском. Я сегодня просыпаюсь в нужде, в долгах, завтра я засыпаю, да, а завтра я просыпаюсь там невероятным бизнесменом, у которого куча всего. Филиал в Калифорнии. Я лечу в Калифорнию сегодня, в наш филиал, надо посетить его. Чё? Знаете, многие люди, они живут мечтами. Они же говорят как? Вот, ты же видел, как было у евреев. Чудо раз, чудо два, чудо три, чудо 5, чудо 25. А я хочу вам сказать, дорогие друзья, новое поколение, которое о чудесах только слышало, которое в этих чудесах-то и не участвовало. Чудеса были даны вот тем ребятам, которые костьми полегли в пустыне. Следующее поколение, все, что они видели, это чудеса, новые чудеса, которые приходили там во время взятия Палестины, но именно им Бог говорит, все остальное должно происходить мало-помалу.
Когда ты завоевываешь, когда ты делаешь какие-то решения, шаги, ты движешься, ты делаешь над собой усилия, ты делаешь какие-то вещи с постоянством, и ты будешь видеть результат. Ты будешь видеть невероятное движение. Давайте вспомним Иисуса. Давайте вспомним Иисуса, который очень много говорил о малом. Если ты сегодня забьешь в поисковик твоего Нового Завета слово «малое», и ты увидишь, сколько Иисус говорил о том, что многие вещи начинаются с малого. Многие вещи в нашей жизни начинаются с малого. Да что о нас говорить, если мы смотрим на Иисуса? Весь его труд, который он делал, он начинался с малого. И Иисус делал малые вещи очень верно. Знаете, 3,5 года он служил людям. Каждый день приходили люди, как Алина сегодня сказала, с их тараканами, с их вот этими паучищами, которые рассказывали Иисусу какие-то истории, искушали Его. Иисус их терпел день за днем, продолжал с ними общаться, продолжал в них вкладывать Слово Божие. Да что говорить о посторонних? Его собственные ученики. Сегодня они делят, кто будет больше на небесах. Завтра они начинают Иисусу говорить, давай будем огонь сводить с неба на этот город. Послезавтра они запрещают ему идти на крест. У них была огромная куча, была огромная куча всеразличных идиотских идей. И знаете, если бы у нас такие ученики были, если бы в наши домашние группы приходили подобные ребята, мы бы сказали, Господи, сделай так, чтобы я больше не занимался вот этим служением с этими странными ребятами. Хочу быть бизнесменом лучше. Хочу разводить кроликов лучше. Я тебе могу сказать, Иисус Христос, который занимался служением людям, мало-помалу продолжал вкладывать, продолжал делать какую-то работу, которая во время Его смерти потерпела полное фиаско. Ученики, где вы? Ребят, где вы? Мы тебя не знаем. Петр, даже который клялся, который божился и говорил, да все оставят тебя, ты же знаешь меня, мужик конкретно, пацан сказал, пацан сделал, я тебе отвечаю. Он там наговорил ему кучу всяких вещей. К нему тетенька какая-то пришла, ой, а ты же тоже с ним был. Ты что, тетка, я вообще не при делах, я не знаю, кто это такой. И пока петух не прокричал, 3 раза, этот человек отказывался от Христа. Потом зарыдал, пошел рыбу ловить. Знаете, вот если бы Иисус смотрел на эти вещи, если бы мы сегодня смотрели с позиции человеческой на вещи, в которые мы, может быть, вкладывали, в которые мы сеяли, за которые мы молились, о которых мы, может быть, пророчествовали, мы, может быть, за эти вещи постились в течение уже не 1 года. И если бы мы просто смотрели на видимые вещи, то, чего не делал Иисус. Мы 100 раз бы разочаровались, но Иисус никогда не разочаровывался в своих учениках. У Него всегда был чудесный женский остаток. Все разбежались, женщины остались. Слава Богу, с этого Он говорит, снова начнем наше собрание. И через какое-то время мы видим, что эти ребята приходят в себя, Иисус их посещает, находит более 500 свидетелей. Это все Его ученики так или иначе. Он находит, с ними общается по городам, 40 дней ходит в момент, когда Он воскрес, между моментом воскресения и моментом Его вознесения на небеса, 40 дней. Он продолжает вот этих ребят вдохновлять, которые отреклись от Него. Знаете, есть вещи, в которых мы не опускаем руки. Есть вещи, в которых мы не делаем идиотских решений, где мы не хлопаем дверями или дверью, где мы не хлопаем, где мы не говорим против Писания, где мы не говорим против, может быть, даже если глаза наши видят, что все пошло не так, но мы это не говорим, не утверждаем. Иисус не стал это делать. Вот, набрал себе 12 дурачков, которые меня бросили. Зачем я вот этих ребят брал? Надо было на женщин только ставку ставить. Он знал, что семя, которое было посеяно в этих ребят, рано или поздно выстрелит. То, что ты делаешь сегодня, ты сеешь семя. Ты сеешь семя своими молитвами, ты сеешь семя, например, своими провозглашениями, ты сеешь семя своими постами, ты сеешь семя, когда ты проводишь с людьми время, ты сеешь семя, когда ты свидетельствуешь, когда ты кому-то что-то проповедуешь, когда ты кого-то куда-то зовешь, когда ты кого-то куда-то приглашаешь, когда ты кого-то вразумляешь или, может быть, на кого-то даже ругаешься чисто по-отцовски. Ты сеешь определенное семя, которое однажды все равно вырастет. И потом мы видим, Иисус покидает этих ребят, крещение Святым Духом. И уже от горницы в 120 человек мы видим, что через 10 дней плюс 3000 человек.
Еще какое-то время проходит, 4 глава, еще плюс 5000 человек. Мы видим, как церковь начинает расти, как начинают происходить невероятные какие-то свершения. Потом появляются новые люди, новые персонажи, которые начинают расходиться по всему миру, проповедовать Евангелие. Буквально за 100 лет они наполняют Евангелием Иисуса Христа всю землю, Его ученики. Но все начинается вообще без вдохновения. Все начинается, как нам кажется, если смотреть с человеческой точки зрения, все начинается с полного фиаско. Иисус на кресте, ученики отказались от Него, побежали заниматься своей старой работой. Они вернулись на круги своя. Если бы Иисус был человеком, как многие из нас, с нашим человеческим мышлением, когда мы сразу что-то не получили, когда у нас сразу что-то не произошло, когда у нас сразу прорыв не образовался, если бы Иисус имел такое отношение, не было бы сегодня ни нас, ни церкви, ни движения по всему миру, во всех странах мира сегодня. Есть христиане, которые любят Христа, которые следуют за Христом и проповедуют Евангелие Иисуса Христа этому потерянному миру. Друзья, мало-помалу, что бы ты ни делал сегодня, мало-помалу в твоей жизни будут приходить результаты того труда, который ты делаешь. Все начинается с твоей духовной жизни. Вот он, 23-й год настал. И ты думаешь, ну что я могу, какие цели духовные я могу поставить для себя? К примеру, я тебе самую маленькую цель могу сказать. К примеру, в прошлом году ты читал Слово Божие раз через раз. Большинство из нас, мы пользуемся электронной Библией, да, YouVersion. И там есть классная тема, счетчик, такой напоминалка, которая говорит, сегодня ты был или сегодня ты читал Писание, и ты уже, там, например, на протяжении скольки-то там дней непрестанно читаешь Писание. А в конце года, оказывается, этот счетчик тебе говорит, сколько дней ты провел в Писании. Ты не знала? Да, посмотри, я не знаю, может быть, обновилось все. Но в конце года можно посмотреть, сколько дней ты провел с Писанием. И ты думаешь, вау, в этом году, в 22-м, я провел с Писанием 124 дня. Давай, Господи, на следующий раз мы поставим цель вместе с Тобой и с Твоим Святым Духом. Ты будешь вдохновлять меня, ты будешь благословлять меня, а я буду делать над собой усилия, чтобы каждый день. Ну хорошо. 6 дней в неделю быть в Писании. 7-й день я буду приходить и слышать Писание, так уж и быть. Это есть маленькая цель духовная. И это те вещи, которые мало-помалу начинают двигать нас, приближать к каким-то свершениям невероятным в нашей жизни. Если, например, в прошлом году у тебя, к примеру, давайте другие счетчики посмотрим. Например, 18 дней было, когда ты не разговаривал на протяжении года, не разговаривал с женой со своей. А у некоторых, Алина, это для тебя трэш. Но для некоторых это сегодня реальность. Мы можем какое-то время не разговаривать с женой или с мужем. Мы можем игнорить каких-то людей. Мы можем блокировать каких-то людей, потому что мы обиделись, потому что у нас боли, потому что у нас чувства, эмоции. Мы плюнули на всех, мы закрылись от всех. Может быть, в прошлом году у тебя было таких 18 дней. В этом году у тебя цель. Сколько? 0. Это прям перфекционистская цель. Ну, может быть, не все сразу получится, но мало-помалу мы шагаем к этой цели. Мало-помалу мы свое сердце из вот этого деревянного, ожесточенного сердца мы будем делать правильные решения, чтобы Бог исцелял, Бог восстанавливал и Бог делал какие-то невероятные вещи в нашей семье. Есть у нас куча разных желаний, есть у нас куча разных целей, связанных с нашими семьями. Все начинается с меня, когда я мало-помалу начинаю меняться. Многие люди, они говорят, я хочу, чтобы моя жена изменилась, я хочу, чтобы мои дети изменились. Брат, дорогой, хочу тебе сказать, все начинается с тебя. Ты солнышко в семье. Если солнышко каждый день светит на свою луну, то луна будет блистать и сиять. Если солнышко пасмурное, то вся эта пасмурная погода, она 100 пудов будет в твоей семье. И не жди, что жена твоя будет меняться. Не жди, что твои дети будут меняться. Все начинается с тебя. Друзья, мало-помалу. Сегодня некоторые люди говорят, у меня такая дурацкая работа, я не люблю работу. Знаете, вот по поводу работы я хочу вам сказать. Я очень сильно желаю, чтобы мы имели благословенную работу в наших жизнях. Помните, мы разговаривали, да, у нас есть 3 уровня работы. Есть работа проклятая, это когда ты делаешь, ну просто не нравящиеся тебе вещи. Вот просто ты вынужден работать там, где ты вынужден, потому что, ну просто чтобы не сдохнуть.
Это проклятая работа, это неправильная работа. Когда ты идешь на работу, и ты думаешь, лишь бы там сгорело это здание, что-нибудь там случилось, пусть там, не знаю, что-нибудь случится, не хочу я туда идти. А еще более проклятая, когда ты еще мало денег там зарабатываешь. Есть работа полупроклятая. Когда ты в нехорошее место ходишь, которое тебе не нравится, и мы дойдем до твоего уровня, ты ходишь в нехорошее место, но ты хоть нормально денег зарабатываешь. И ты думаешь, Боже, жду не дождусь, пока настанет март, и я уеду в Дубай, благодаря тем деньгам, которые я зарабатываю на этой проклятой работе, которую я ненавижу. Есть работа полублагословенная, она нравится тебе. Это работа по сердцу. Это то, от чего ты кайфуешь. Это то, что тебя вдохновляет. Это то, к чему мы должны стремиться. Делать те вещи, которые просто нас радуют. Одно из дел, которые я делаю последние годы, я проповедую людям, я кайфую от этого. Это такое благословение делать вещи, от которых ты сам получаешь определенный драйв. Мы занимались продажами с Алиной, я просто получал драйв, когда эти продажи осуществлялись. Мы встречались с клиентами, я просто кайфовал от этих встреч, потому что это приносило мне удовольствие, эти отношения, эти встречи. Все это называется полублагословением, если ты еще за это мало денег получаешь. Следующий уровень, 4, к которому нам надо стремиться, это когда у тебя самая лучшая работа, которая тебе нравится, и ты кучу денег за это получаешь. У-ху-ху! Это вот то, к чему мы стремимся, это то, куда мы идем. Мы меняем наше духовное естество. Мало-помалу мы делаем какие-то решения. Больше молиться, больше проводить время с Богом. Отлипать от рилсов, от шортсов, отлипать от этой ерунды, в которой мы залипали месяцами, годами. И больше времени проводить в Божьих вещах. Это духовно. Это знаете, это созидает семью, когда ты начинаешь менять свое отношение к тем, кто тебя окружает, когда ты начинаешь формировать определенную обстановку или формировать определенную атмосферу в семье, благодаря тому, что ты меняешься. Ты услышал сейчас 4 уровня в финансах, ты начинаешь думать, ага, где я, на каком уровне? Да, уже на 3. Может быть, работа не очень прибыльная, но зато любимая. Ну, найди теперь вместе с Богом решение, что нужно сделать, чтобы она была любимая и прибыльная. Некоторые у нас, слава Богу, находятся на таком прекрасном уровне, когда ты идешь на свою любимую работу, ждешь не дождешься, когда 9 января наконец настанет, праздники эти закончатся, и ты бежишь на работу, и еще плюс ты знаешь, что у тебя будет хорошее воздаяние в финансах на этой работе. Это то, куда нам надо стремиться. Это то, что, например, мы собираемся созидать. Новые люди приходят. Мы этим людям служим. Мы в этих людей вкладываем. И потом мы видим в 23 году больше людей на наших собраниях. Больше людей, на которых мы сегодня влияем, нашими домашними группами. Больше новых служителей. Это то, куда мы идем. Но это мало, помалу. Начинается с 1 группы, с 2 групп. Мы делимся, мы распространяемся. Мы оказываем какое-то новое влияние на новых людей. И это все мало-помалу. Потом ты смотришь 100 человек, 200 человек, 300 человек. Ты смотришь, люди в Австрии, люди в Соединенных Штатах, и ты на этих людей влияешь. Еще какие-то страны, да, наверное, надо было назвать. А то мы что-то замкнулись на этих 2. Слышите, друзья, конечно, как же нам без нашей любимой Турции? Ребят, друзья дорогие, я хочу вам сказать, в этом новом году наступившем не опускай своих рук. Не смотри на то, чего ты не достиг. Пусть то, что ты не достиг, оно вдохновляет тебя продолжать делать определенные потуги снова и снова и снова и снова. Давай это местописание, последнее местописание, мы закончим на этом. Послание Галатам, 6 глава. Апостол Павел, зная, что будет с Божьим народом, зная о том, что мы все одинаково можем поддаваться заблуждению, он говорит, не поддавайтесь этому заблуждению, друзья, потому что никому не удастся провести Бога. Человек пожнет только то, что он посеял. Я продолжаю сеять. Я продолжаю молиться, это мое семя. Я продолжаю совершать посты, это мое семя. Я продолжаю служить людям, это мое семя. Я продолжаю жертвовать деньги, это мое семя. Я продолжаю вкладываться в каких-то молодых ребят, которые приходят, это мое семя. Почему?
Потому что я знаю, здесь написано следующее место Писания, он говорит, тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, это про грехи он говорит различные, он пожнет от этой природы гибель, а тот, кто сеет Божьи семена для угождения Духу, от Духа пожнет вечную жизнь. И там 9 стих, есть у нас 9, не уставайте делать добро. Скажи своему соседу, ой, дорогая сестра, не уставай делать добро. Дорогой брат, не уставай делать добро. Потому что если мы не прекратим делать добро, то настанет время, и оно в 23-м году придет и не замедлит. Настанет время, когда мы соберем и жатву спасенного нами. А знаете, если мы вернемся в книгу «Исход», когда мы читаем, там у нас есть 23 глава, 31 стих, пожалуйста. Там есть такое обещание, которое Бог сказал для евреев. 23 глава, 31 стих. «Я проведу ваши границы от Красного моря до Филистимского моря и от пустыни до Ефрата». Кто может сказать, произошло это когда-нибудь с Израилем? Да? Когда? В 48 году, в 48 главе, в 48 стихе. Че, когда это было? Просто чисто в 48 произошло. Произошло или нет? Как вы думаете? Через 350 лет это произошло с Давидом. Давид расширил царство израильское, и это было единожды за всю историю. Друзья, 350 лет, мало-помалу пришлось идти этим ребятам к тому, что Бог обещал. Но это были настолько упорные евреи, которые сказали, мы верим, что Бог сказал, это произойдет. Они тупили, падали, у них происходили разные вещи, но восстал Давидушка, и он вспомнил это место Писания, и он говорит, мы сделаем это. И они расширили границы Израиля, и он передал Израильское царство от моря и до моря, от пустыни до Ефрата своему сыну Соломону. Друзья, есть куча вещей, которые мы передадим следующему поколению, но мы сегодня мало-помалу созидаем эти вещи. Это в финансах, это в духовной жизни. Это, знаете, не приходит за один день. Люди не рождаются духовными монстрами за один день. Ты лег духовно нищий, к примеру, духовно разрушенный сегодня, а завтра ты восстал, какая-то невероятная гора, скала Божия. Так не бывает. Мало-помалу ты духовно растешь, ты проводишь время с Богом, ты проводишь время, поклоняясь, почитая Бога, и ты будешь видеть большущие результаты в духовной жизни. То же самое с эмоциями, то же самое с семьей, то же самое, друзья, а то же самое с нашим физическим состоянием. Мало-помалу, что это такое? Может быть, ты решил худеть, и многие, знаете, начали худеть как? Оливье утром, оливье днем, оливье вечером, и ты сам себя оправдываешь, но это только первые 7 дней этого года, а потом я начну худеть. Нет! Мало-помалу не работает в таком случае, потому что ты в другую сторону тянешься. Начинай делать правильные решения, начинай делать правильные вещи, связанные со своим здоровьем в том числе. Зира-кола, да, начинается. Хотя бы зира-кола. Хотя бы начни в этом году ходить 3 километра в день. Хотя бы, я не знаю, заведи какого-нибудь питомца, с которым ты будешь каждый день гулять. Мы можем своих напрокатывать. Иди куда-нибудь в какой-нибудь, я не знаю, там, клуб, где, да, хотя бы танцы, хотя бы бачата, где растрясешь. Начинай делать что-то для того, чтобы твое физическое состояние мало-помалу улучшалось. Друзья, это и есть движение вперед. Оно во всем стоит на этом слове. Мало-помалу, мало-помалу. И начинай прямо сейчас, с сегодняшнего дня. Аминь.